Здравствуйте, дорогие ребята! Суммативное оценивание за раздел «Жара и холод. Страна и образ жизни». Здесь мы будем работать по двум навыкам – чтение и письмо. Прочитайте текст. Задание первое. По прочитанному тексту. Определите главную информацию текста. А. Долина смерти в США. Б. Самое жаркое место на Земле. В. Температура долины смерти. Г. Месторождение Калифорнии. И правильный ответ А. Долина смерти в США. Определите второстепенную информацию текста. А. Глубочайшая впадина Америки. Самое жаркое место на Земле. В. Флора и фауна долины смерти. Г. Месторождение Запада США. Правильный ответ В. Флора и фауна долины смерти. Составьте сложный план к тексту. Мына мәтін бойынша күрделі жоспар жасау керек. Самое жаркое место на Земле. Первое. Температура долины смерти. Второй пункт. Флора и фауна долины смерти. А. Животные. Б. Птицы. В. Растения. Третий пункт. Месторождение Калифорнии. Задание на письмо. Напишите сочинение описания на тему «У природы нет плохой погоды» от третьего лица, применяя прилагательные в разных степенях сравнения. У природы нет плохой погоды. Природа круглый год может дарить нам множество приятных впечатлений. В любое время года можно восхититься всей палитрой ее проявлений. Каждое время года прекрасно по-своему. В летнее время можно наслаждаться теплом, которым солнце наполняет все окружающее. От этого все кругом цветет, наполняется жизнью и красками. Все живые существа радуются приходу лета, начинают весело щебетать и тянуться к нежным солнечным лучам, которые даруют им жизнь. Иногда начинает капать теплый дождь, который помогает растениям еще больше вырасти и окрепнуть. Часто появляется радуга, которая всеми цветами символизирует живописность летних дней. На закате небо озаряется последними лучами заходящего солнца, которые отражаются в пушистых облаках и раскрашивают небосвод в невероятно красивые цвета. Летнее небо становится еще прекраснее, когда всполохи зорницы освещают горизонт. Когда начинается гроза, которая разбавляет летний зной, природа показывает всю свою силу. После нее воздух становится необычайно свежим. Затем наступает осень, и деревья начинают преображаться, надевая свой осенний наряд. В это время года невозможно не восхититься тем, как лес пестрит красными, желтыми, зелеными цветами. Начинают чаще идти дожди, но и они добавляют в палитру осенних красок поэтичности. Птицы улетают в теплые места, чтобы потом вернуться и снова радовать всех своим пением. В зимнее время падают снежинки, покрывая все вокруг пушистым одеялом, и окружающий мир начинает сиять, словно природа украсила мир самоцветами. Наступают морозы, и реки и озера покрываются блестящим льдом. Мороз рисует на окнах чудесные узоры. Кажется, что все живое замирает, но оно всего лишь готовится возродиться в будущем. Наконец, весной природа просыпается от зимней спячки.
Деревья распускают свои величественные кроны, начинают расцветать растения, одаряя воздух неповторимой гаммой ароматов. Начинают журчать ручьи, поют сладкоголосые птицы, которые с удовольствием вернулись обратно. Природа шумно и радостно заявляет о своем пробуждении. Самое прекрасное, что дальше жизненный цикл природы повторяется, что позволяет постоянно наслаждаться всеми контрастами ее проявлений. До свидания, ребята. До следующих встреч.